Уважаемые товарищи, друзья, в преддверии выборов в Государственную Думу, высший законодательный орган страны, Компартия Российской Федерации единственное предложил конкретную и четкую программу. Если будет большинство в Государственной Думе, она будет выполнена обязательно. Не случайно один из документов сегодня называется конкретно «За социализм против нищеты и бесправия». 30 лет идет так называемая перестройка. Ее, когда начинали, партия власти прежде всего, разные названия были. Сегодня это «Единая Россия». Они обещали, говорили и ничего не выполняли. Но все познается в сравнении. 30 лет взять советская власть. Это 45-75 год. И 30 лет возьмем перестройку. 90-й год, 21-й. 45-й год. 1710 разрушенных городов. 10 миллионов инвалидов. 25 миллионов человек не имеют жилья. Десятки тысяч, 60 тысяч разрушенных сел. И все это за 30 лет, уже к 75 году, Советский Союз достиг уровня жизни выше, чем довоенный. За 30 лет так называемой перестройки, что мы имеем? Наша республика, если в целом более 20 миллионов бедных, нищих в Российской Федерации, у нас это 176 тысяч человек, живущих ниже прожиточного минимума. Около 10% безработных. За 30 лет практически сокращены многие производства. Десятки тысяч исчезло предприятий. Многие потеряли работу. Обещали, что 25 миллионов рабочих мест построить, и близко нет. Поэтому сегодня Компартия Российской Федерации предлагает конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы покончить с бедностью и нищетой. Это прежде всего повысить уровень прожиточного минимума и добиться, чтобы он был не менее 25%. Нужно принять закон о борьбе с безработицей. Ее не должно быть. Каждый должен рабочее место. Каждый. Молодой специалист, заканчивающий, должен руководствоваться законом о первом рабочем месте. И в течение 3 лет его не имеет права уволить с работы. И решить нужно многие вопросы. Создать правительство народного доверия. Национализировать банки и страховые компании. Отменить целый ряд налогов, отменить ненужных налогов. Запретить регистрацию предприятий российских за рубежом и пресечь вывоз капитала. Огромные деньги сегодня аккумулированы в 3 фондах. Это действует бюджетное правило, которое не позволяет увеличивать бюджет регионов за счет превышения расходов над доходами. Нужно отменить это бюджетное правило. Фонд национального благосостояния, там миллиарды рублей. И сегодня его держат просто в запасе. Когда нефть падает или повышается, то с этого фонда берут деньги и решают необходимые задачи. Это грабительные механизмы, их нужно упразднить. КПРФ ведет строй не менее 1000 промышленных предприятий, 500 крупных сельхозпредприятий, и будет создано в год 1 миллион рабочих мест. Повышены будут пенсии, заработная плата. В богатой стране не должно быть бедных, и это будет выполнено обязательно. А кто не выполнит, это значит будет отвечать. Кто будет отвечать за тот или иной участок работы. Деньги в республике, деньги в Российской Федерации есть, огромные деньги. Если сегодня бюджет около 17 триллионов рублей, то его можно увеличить безболезненно для бюджета в 2-3 раза.
ввести монополию на продажу виноводочных изделий. За пьяные деньги в советское время решали все вопросы образования и медицины. В богатой стране не должно быть бедных. Создадим правительство народного доверия и социалистическое возрождение обеспечим. Так и будет. Голосуем за КПРФ. И выбор есть. Уверенность есть, что можно изменить. Только необходимо прийти и проголосовать. Власть народу. За СССР. Сильную, справедливую, социалистическую Родину.